А теперь рубрика «Тайны Ижевска». Расскажем, под какими улицами находится кладбище 19 века и мешают ли мертвые сейчас победам живых. Никакой мистики, только факты для вас собрала Ксения Степанова. Привет, это «Тайны Ижевска». Сегодня мы у Ледового дворца Ижсталь. Построили его здесь в 1971-м, и здание накопило несколько мистических историй. И вот одна из них. В прошлом веке во дворце вещи странные творились. Люди поговаривали, что сторож в коридоре видел дух покойника, а в раздевалке слышал звуки потусторонние. Ижевцы решили, это умершие помощи просят, неупокоенные их души, потому как тела замуровали фундаментом. Насколько я понимаю, на территории и футбольного стадиона центрального, и Ледового дворца, и даже части университета, да, было кладбище. Мне моя бабушка рассказывала. Она работала в университете. Со старшим поколением, согласно историки, поселок рос от пруда, а кладбище было на окраине. Это нынешняя Удмуртская, Советская, Университетская, Ломоносова и до самой речки Карлутки. Безусловно, не только Ледовый, это и стадион «Зенит», и корпуса университета, и вот те новые стройки, которые сейчас идут, да, рядом с Троицкой церковью, безусловно, все это территория большого-большого кладбища. Оно было основано, по-моему, в 1810 году. Вот называлось оно, естественно, по местонахождению Троицкой церкви Троицкая. И там хоронили всех. И христиан, и католиков. 10 лет назад при раскопках здесь нашли их крестики, украшения, посуду, одежду и обувь. А в 2013-м археологи Камско-Вятской экспедиции в одной из могил обнаружили шляпу из войлока. Она пролежала в земле целый век. Головной убор сразу передали в Национальный музей. Это праздничная шляпа русского крестьянина. Ну, а так как у нас город, даже я не сказала бы город, поселок Ижевский завод, это прежде всего жили сельские обыватели или выходцы из сельской местности. Поэтому, естественно, они надевали как раз вот модные для второй половины 19 века шляпы. Хоронили на Троицком и почетных работников завода, важных в поселке людей. Здесь же могила известного в Ижевске революционера Ивана Пастухова. Археологи говорят, находили и двойные гробы, а где-то их ставили друг на друга, ярусами. Больше всего захоронили рядом с Троицкой церковью. Это длинная кость человека, или рука, или нога. Вот, торчит. А это наш сюжет 16-го года. Рядом с Ледовым дворцом хотели построить кафе, но когда рыли котлован, наткнулись на человеческие кости и стройку заморозили. Кто-то из ижевчан считает из-за месторасположения дворца все неудачи нашей хоккейной команды. Но спортсмены говорят, это суеверие. Итак, что мы собрали на дело «Дворец на костях». В 19 веке на месте Ледового было кладбище. Это правда. А вот больше всего могил не под ним, а под Троицкой церковью. Ну и, конечно, неудачи Ижстали никак не связаны с месторасположением дворца. Ну вот факты собраны, на этом все. Это был последний выпуск рубрики «Тайны Ижевска». Пока!